Президент России внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете признания священных книг экстремистскими. Большинство экспертов уже поддержали идею российского лидера. Нам удалось связаться с председателем комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярославом Ниловым. Он отметил, что анализировать религиозные писания с прицелом на действующее законодательство некорректно. И тот шаг, который был сделан президентом и внесена законодательная инициатива, она четкая, точная, сформулированная, и она гарантирует неприкосновенность традиционным священным текстам для нашей страны. У нас в законе о свободе совести и вероисповедании четко указано, что христиане, буддисты, иудеи и мусульмане являются... Это наше историческое культурное наследие. Поэтому священные тексты мусульман, христиан, иудеев, буддистов не должны подвергаться никаким анализам, никаким экстремистским проверкам. Предпринятые меры не случайны. В сентябре этого года Южно-Сахалинский суд признал экстремистским материалом книгу «Мольба к Богу», ее значение и место в исламе. По мнению судьи, цитаты из Корана носят радикальный характер. Первым на защиту традиционных исламских ценностей встал Рамзан Кадыров. Глава Чечни потребовал отменить решение городского суда и подчеркнул, что следует законодательно запретить им признавать экстремистскими тексты Корана и других священных книг, а также призвал Госдуму принять такой закон. На своей странице в Инстаграм чеченский лидер отметил правильность действия Путина. Владимир Путин сделал исключительно важный и исторический шаг на пути консолидации всего нашего общества, всех народов России. Он налагает запрет на признание экстремистскими Корана, Библии, Танах, Ганджур и цитат из них. Я твердо убежден, что такое решение может принять только общенациональный лидер. Владимир Владимирович убедительно показал, что попытки Запада и пятой колонны вызвать в России конфликт между народами обречены на провал. Районные и городские суды планируется лишить права рассматривать дела об экстремизме. В том, что нельзя принимать решения касательно религиозной литературы без участия соответствующих экспертов, едины во мнении как духовные лидеры, так и политики. Решение судьи, оно противоречит Конституции Российской Федерации, где сказано, что любой гражданин России имеет право исповедовать ту религию, которую он считает для себя приемлемой, индивидуально, коллективно, и имеет право, значит, руководствоваться теми, значит, сурами из Корана или в Библии, которые, значит, там изложены. Поэтому в данном случае Конституция судьи города Южно-Сахалинского суда, оно противоречит как раз вот 28 статье Конституции Российской Федерации. Муфти Чечни Салах Межиев также поддержал действия Владимира Путина, отметив, что его решение является очень мудрым и дальновидным. لامز باسم الحق حقيقي اشتار خرص بين بوش بلغن دعاء الغوتنا ديل دعاء بوصو بدين غوين شيخ القرآن لردري حارة غوين شيخ الله تصودع هوتين سو بين بو بو يسو حاجن قدو يسو تسون دقو دينا دويز تسجر حدا يلدوش توش بيركتتسا اشتا России почалк президент Путинца бинбош бол отцо кайкамца сацамца иза онда бол бук иза алхамдулилlah бага диш. В свою очередь, руководитель службы региональных связей синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества диакон Андрей Титушкин также считает необходимым полностью запретить рассматривать на предмет экстремизма священные тексты и не имеет значения, к какой религии они относятся. Древние тексты вообще не должны рассматриваться на предмет экстремизма. Честно скажу, в Библии много негуманного для современного человека. Нужно ввести на это некий мораторий. Действия Владимира Путина – это своеобразный шаг для консолидации нашего общества. По словам экспертов, Россия будет отражать любые попытки подорвать межнациональные отношения в стране. В том, что в России мирно сосуществуют разные народы, религии, безусловно, огромная заслуга мусульманской уммы. Она внесла достойный вклад в обеспечение согласия в нашем обществе. И всегда стремилась строить внутри и межрелигиозное отношения, общение на принципах веротерпимости.
Наше государство сильно тем, что здесь проживают представители разных национальностей и религий. Руководство страны делает все, чтобы укрепить межконфессиональные взаимоотношения. И предпринятые меры российского лидера – еще одно тому доказательство. Елена Черенкова, Дауд Куруев. Новости.